Ошондуктан министрлик 2017-жылы Кыргыз Республикасына билим берүүнүн сапатын баалоо системасын түзө баштады. Министрлик балдардын билимин сапатын аныктоого мүмкүндүк берүүчү мектептерди аккредитациялоону жүргүзүүдө. И на первом этапе была проведена аккредитация школ города Бишкек. И мне хотелось бы здесь обратиться к вам, Сауле Жаксылыковна, вы вот член коллегии, и обратиться к нашим коллегам из города Бишкек, которые тоже присутствуют в этом зале. Были выставлены минимальные требования, это 40% успеваемости, вы прекрасно все понимаете, наверное, что это означает. Но и его отдельные школы города Бишкек преодолели с трудом, а 2 школам рекомендовано пройти повторную аккредитацию. Здесь есть над чем задуматься и как дальше выстраивать свою работу. Аккредитация выявила очень низкий уровень знаний учащихся по предметам естественно-математического цикла. На этом примере видна возможность перекрестной проверки данных разными инструментами оценки, аккредитации и общереспубликанского тестирования. Согласно отчетам ЦОУМО, абитуриенты из предметных тестов реже всего выбирают физику, но даже при том, что в 2016 году этот тест выбрали всего 7000 человек, а в 2017 году 6000 человек, средние баллы оказались ниже всего именно по физике и по математике. Я понимаю, что здесь есть очень большая такая работа, которую должно выполнить и Министерство образования, поскольку вот есть проблемы именно по предметам естественно-математического цикла. Это говорит о том, какие проблемы мы должны решать. Я выше уже сказала о том, что сейчас мы большое внимание уделяем именно качеству издаваемых учебников, и акцент будет сделан именно на учебниках естественно-математического цикла. Я еще раз хочу повториться. Недавно у меня была поездка в Российскую Федерацию. Если мы не можем использовать свои учебники, разработать свои учебники и добиться результатов, давайте мы будем уже спокойнее относиться к тому, чтобы использовать учебники по тем или иным предметам других стран. Другое дело, что их надо адаптировать, и мы это сделаем. Я думаю, что в 2018 году нам получится решить эту проблему. Об этом шла речь во время моей встречи с представителями Министерства образования России, с рядом издательств Российской Федерации. Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, аккредитация проводится за счет средств государственного бюджета. Но до меня доходит информация, что в отдельных школах собираются денежные средства для прохождения аккредитации. Мы попытались разобраться по этому вопросу, и выяснилось, что многие школы, в том числе в регионах, приглашают частные компании для того, чтобы им элементарно заполнили пакет документов для прохождения аккредитации. Уважаемые коллеги, частные компании не будут учить ваших детей. За качество образования будете отвечать все равно вы. А сама аккредитация – это не способ решить, допустим, проблемы, там, кого-то убрать с работы. Это в первую очередь помощь вам, и для нас это решение вопроса, когда мы должны понять, что мы имеем, какую ситуацию мы имеем в школьном образовании сейчас. И на что мы должны обратить внимание, какие вопросы решать в первую очередь. Урматтуу коллегиянын катышуучулары 2017-жылы окуучулардын билимдеги жетишкендиктерин баалоо боюнча улуттук изилдөөнүн кезектеги раунду өткөрүлдү. Бул ноодо изилдөө көрсөткөндөй 4 жана 8 класстарда билим берүүнүн сапаты жакшы жакка өзгөргөнү байкалууда. Изилдөө 2017 жылы министрликтин буйрутмасы боюнча билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору, улуттук тестирлөө борбору жана социалдык интеграциялоо борбору менен кызматташтыкта Евросоюздун долбоорунун алкагында жүргүзүлгөн. Изилдөөдүн жыйынтыгы мектептерде билим берүүнүн сапатына ойлонууну талап кылган окуучулардын өз алдынча иштерине жана тапшырмаларга көбүрөөк көңүл бурула баштаганы жөнүндө тастыктайт. Мисал катары
математика боюнча Ош шаарынын окуучуларынын жыйынтыктарынын көрүнүктүү жогорулашын айтсак болот. 2009 жылы Ош шаары математика боюнча эң төмөн натыйжа көрсөтсө, 2017 жылы болсо жетишкендиктердин бардык деңгээли боюнча Бишкек шаарынан кийин 2-орунда. Ноодуу жыйынтыктары жөнүндө региондор боюнча кененирээк билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун жетекчиси Инна Валькова өзүнүн презентациясында айтып берет.